Пока оккупационный Китай пытается стереть уйгурскую национальную культуру в Восточном Туркестане, в столице Узбекистана Ташкенте открылась международная выставка уйгурских художников. Выставка под названием «Гражданское наследие» пройдет в Ташкентской фотогалерее с 30 сентября по 6 октября. На суд зрителей представлено более 100 работ уйгурских живописцев из Узбекистана, США, Германии, Англии, России, Казахстана и Кыргызстана. Это первая масштабная международная выставка уйгурских художников. Выставка открыта для посетителей с 30 сентября. Выставка организована по инициативе молодой художницы Гюльназ Турсун и Ташкентской городской галереи при поддержке Узбекской уйгурской общины, Узбекской академии художеств и Ташкентского музея фотографии. Модератором события выступил народный художник Узбекистана, почетный академик Академии художеств Узбекистана профессор Леким Ибрагимов. На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, Швейцарии, состоялось важное заседание, посвященное систематической практике ассимиляции Китая в детских центрах китаизации в стиле детских садов-интернатов и попыткам принудительного аборта, стерилизации и групповых изнасилований уйгурских женщин. Китайские представители, присутствовавшие на встрече, отвергли обвинения, пытаясь объяснить, что все это ложь, исходящая от Соединенных Штатов для сдерживания Китая. Также, выступая на заседании, Пема Дома, лидер студенческой группы «Свободный Тибет», рассказал о преступной деятельности Китая в Тибете, заявив, что китайский режим заставляет тибетских детей ходить в школу-интернат и лишает их права изучать родной тибетский язык, подобно тому, как это происходит в Восточном Туркестане. В восточно-китайской провинции Чжэньцзян в Ханчжоу прошли 19-е азиатские игры. Во время игр фотографии двух спортсменок были подвергнуты цензуре в китайских социальных сетях за то, что они являются отсылкой к исторической резни на площади Тяньаньмэнь. На фото гоночные номера спортсменок Линь Ювэй и У Янни изображались рядом друг с другом, что в сумме дало число 64, которое является отсылкой к тому, что произошло на площади Тяньаньмэнь. Сообщается, что береговая охрана Южной Кореи задержала 22 гражданина Китая, прибывших на лодке и пытавшихся незаконно въехать в страну. 21 гражданина Китая поймали недалеко от порта после того, как они доплыли до берега в спасательных жилетах, однако один из них скрылся с места происшествия. Позже полиция задержала беглеца в Ансане в 29 километрах к югу от Сеула и передала его береговой охране. Индийская полиция провела обыски в офисах новостного сайта NewsClick, который находится под следствием по подозрению в получении средств из Китая, и в квартирах некоторых журналистов. В ходе рейдов 2 человек взяли под стражу, в том числе главного редактора NewsClick, также конфисковали большое количество документов и техники. Европейское политическое сообщество соберется в Гранаде 5 октября на встрече, организованной Испанией, которая председательствует в Европейском Союзе, чтобы определить дорожные карты для будущего Европы, особенно в зонах конфликтов. Согласно дипломатическим источникам в Мадриде и Брюсселе, в Гранаде ожидается встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.